Слава Богу. Я думаю, что, знаете, да, слава Богу. Знаете, иногда Павел говорил, что Дух не дал мне прийти туда, помните, когда в миссии, там, миссионерские путешествия были. Я думаю, вот, знаете, когда Дух дает, тогда, когда вот просто как-то все располагается, и сердце, и разум, то есть, и в вере стоишь, то есть, и вы ждете. И это слава Господу вообще. Дорогие, слава Иисусу Христу. Я сегодня хочу говорить на одну тему. Сколько у меня времени? Час есть, да? Слава Богу. Я тоже, я такой часовой. Я все пытаюсь как-то уйти на 40 минут примерно. Ну, я часовой. Поэтому, а часовые, они стоят на страже, они быстро не получается. Слава Богу. Хочу говорить на тему доверия, дорогие. Ну, в смысле, тема называется не доверие, я сейчас скажу, как она называется. Ну, вообще на тему доверия к Богу. Почему я вижу эту тему важной? Сейчас много всяких учителей, которые учат там о разных вещах, на разные темы. Но вот я как-то увидел для себя тему доверия такой, знаете, живой, трепещущей. Почему? Иногда Павел говорит, что некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Слышали, да, такое выражение? Почему эти вещи происходят? Потому что когда приходят какие-то трудные обстоятельства, какие-то давления, какие-то сферы, может быть, в отношениях с людьми, в семье, там бывают тоже моменты, знаете, и все начинает трещать как-то по швам. И что делает дьявол в это время? Дьявол, он буквально ворует нашу веру, чтобы разрушить наш союз. И этот союз может быть в браке, то есть, и поэтому люди разводятся, да, теряют доверие друг к другу, растет пропасть. Это отношения, то есть, рушатся в церкви, отношения к Богу, то есть люди легко уходят, легко отказываются от своих исповеданий, которые стояли, знаете, с верой, типа он там стоял за исцеление, и потом как бы, да ладно, что там уже как бы стоять, там, что там исповедовать, вроде бы ничего не получается, уже много лет не клеится, короче, так. И такая формируется либо привычка приходить в церковь, либо вообще как бы такая апатия, что уже Богу не хочется. И поэтому дьявол все время атакует эту сферу, то есть с пастором, с лидером, с каким-то, с брат с сестрой поссорились, знаете, все, доверие потерял. А где нет доверия, дорогие, там отношения рушатся. Ну, их либо нет. Вы замечали, да, что у кого между вами нет доверия, отношений тоже, по сути-то, и нет. Ну, как бы, здрасте, привет, есть. А отношений, по сути, нет. Но где есть доверие, там все нормально. Да? Вы звоните этому человеку, вы о здоровье его можете печься, вам хочется его слышать, пригласить на день рождения, там, чтобы он где-то был рядом, как-то общаться с ним. Доверие, то есть формирует вот такие отношения. Как-то кто-то сказал, не помню, такую вещь, что когда в отношениях присутствует доверие, это идеальные взаимоотношения. Без доверия взаимоотношения не идеальны. Я хочу говорить об взаимоотношениях не просто в церкви, там, между людьми, но хотя отчасти, может быть, это будет касаться этого. Я хочу говорить о взаимоотношениях с Богом, потому что наше отношение к Богу должно быть полностью вера, то есть синоним слова это доверие, то есть оно должно быть основанием, то есть доверия, то есть в нашей вере. Мы не просто приходим, то есть у нас не просто привычка приходить в церковь, потому что как бы там люди такие не курят, вроде бы не пьют, и как бы я тоже такой, и мне как бы там удобно вместе с ними находиться. Нет, я прихожу туда независимо от контингента, то есть кто чем занимается, кто насколько в вере возрос там, или как-то наоборот споткнулся, да. Я прихожу, у меня отношения с Богом. Я прихожу не к людям, мне нужна церковь. Я там служу, я раскрываюсь, то есть я хочу быть полезным, приносить плоды, но я прихожу к Богу. Мои отношения формируются только с Богом. То есть вы знаете, что Писание говорит, часто это место Писания говорит в браках, да, когда мужчина и женщина вступают в брак, веревка втрое скручена, не скоро порвется, да? Мы всегда говорим, что третья веревка это Иисус. Муж, жена и Иисус. Если убрать Иисуса, муж и жена, протянут кто сколько, кто во что гораздо, да? Но однажды это заканчивается. У нас были такие случаи, когда люди уходили из церкви, были вроде бы браки такие крепкие, но потом это все разваливалось. Почему? Потому что люди уходили не просто из церкви, они уходили от Бога, они уходили от принципов жизни, которые Бог вкладывает в наши сердца, они уходили от Его ценностей, то есть и брали ценности этого мира, и начинали жить ими, и поэтому дьявол просто атаковал эти браки, и пропадало доверие,
а потом пропадала вообще любовь и жизнь и все остальное. И потом дети, как бы они, конечно, страдали из-за этого. Поэтому для меня эта тема очень важная, трепещущая, я думаю, она основополагающая в нашей жизни, потому что если у нас нет доверия, мы не исповедуем Слово Божие, тогда, когда приходит тяжелая обстоятельства в нашу жизнь. А если мы не исповедуем Слово Божие, значит, Слово Божие не растворилось внутри нас, в наших сердцах. А если оно не растворилось внутри, в наших сердцах, то мы как язычники. Мы просто приходим по привычке, то есть поклоняемся. Нам не важно, кому поклоняться может быть. Почему? Потому что это привычка просто. Пришел сюда, пришел еще куда-нибудь. То есть, но когда у тебя формируется вера внутри, ты ни за что даже не отдашь и 5 из земли дьяволу. Понимаете? Поэтому ты будешь читать в обетованиях, будешь читать в исповеданиях. Почему? Ты наполнен доверием Богу. И вот первое исповедание, которое я хочу зачитать, с чего хочу оттолкнуться, это Псалом 36. С 5 стиха Давид говорит. Псалом 36, с 5 стиха. Так, секунду. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него». То есть вот такое, знаете, утверждение веры. Что бы ни пришло, покорись. Покорись. Ты не понимаешь? Покорись. Ты понимаешь все? И здесь отдайся Богу предайся во всем. Да? И вот такой современный перевод. Доверься Богу, верь в Него, и Он тебя обязательно поможет. Он сделает так, что обязательно все увидят твою праведность и чистоту. Верь в Бога и терпеливо жди Его. Верь в Бога и терпеливо жди Его. То есть ты должен довериться и ты должен ожидать. То есть то, что Бог обещал, Он обязательно это исполнит в твоей жизни. Доверяешься, веришь, и Писание говорит, Он обязательно поможет. Ты просто терпеливо жди. Вы знаете, что слово верующий, оно обозначает, что этот человек не тот, который посещает христианскую церковь. Да? Или все-таки посещающий? Да? Как вы думаете, что значит верующий? Верит в кого? В Бога. Так. Верит в то, что Он есть? Или... Я просто недавно встретил одного парня, в поезде мы ехали, я проповедовал ему, Бог дал такую благодать. И я ему говорю, ты понимаешь, в что веришь? Он говорит, я православный. Я говорю, ты понимаешь, во что ты веришь? Он говорит, ну что Бог творец. Я говорю, значит, ты веришь, что ты не от обезьяны. Он, ну нет, я так не верю, как бы. Я говорю, ну, значит, ты просто веришь, что Он творец. А что Он создал, если ты не веришь, что создал ты им? Понимаете, он даже не, он просто знает, что Он творец. Но он не знает, что создан Он Богом или не создан. Или все-таки как бы обезьяна ему родила, потому что Бог создал обезьяну. Ну то есть, что произошло в жизни? И вот оно как бы немножко так, в смысле, смешно выглядит, но в целом, знаете, я вижу одну вещь. Верующий – это не просто человек, который знает о том, что Бог есть, да? Верующий – это человек, надеющийся на Него. Надеющийся на то, какой Он. То есть, а для этого нам его нужно не просто о Нем знать, а познать Его. Понимаете? Просто знать Его. Поэтому пришли трудные обстоятельства. Ты говоришь, Бог, поможешь? Нет. Ничего не происходит? Ну ладно, тогда сам все, да? Нет, ты знаешь, что Он поможет. Ты веришь, что Он поможет. То есть ты просто терпеливо ожидаешь, как говорит Давид. Поэтому надеющийся на Бога, дорогие. Писание говорит Римлянам 10:11, да? Надеющийся на Бога, он не постыдится. Если ты доверяешь, ты не постыдишься. Что такое не постыдиться? Не разочаруется. О, как часто это происходит у нас в церкви. Ты думал, все будет хорошо. Я помню, пришел в церковь, знаете, думал, покаялся, думал, так это же святые люди вообще, оказывается, собрались. Прошло полгода, я стал разочаровываться. Оказывается, не все святые. И не такие святые, как я думал. И тот, о ком я думал, что он самый святой, он тоже не сильно такой был святой, да, оказывается. Потому что он человек, но Бог называет нас святыми. Значит, если Бог называет, а я этого не вижу, что произошло? Что не так? Люди, значит, грешные. Да нет, люди всегда такие были. Где-то оступались, где-то поднимались, понимаете? Это мой взгляд. Мой взгляд. С ним что-то не так. Поэтому я его обращал, а как Бог смотрит на святые? Ну почему святые? Они же не святые. И мне нужно было начинать смотреть, как Бог смотрит. Поэтому, дорогие, если ты будешь
верить в Бога, надеяться на Него, ты не будешь разочарован, даже если ты обидишься. Ну, в смысле, не обидишься, тебя кто-то как-то смутит в церкви там или еще где-то, понимаете? Ты не будешь это видеть как предлог для того, чтобы обидеться. Ты будешь говорить, ну, слава Богу, сильный может покрыть слабости, да, немощи какие-то, те, кто менее сильный. Поэтому, если ты думаешь, что ты такой правильный, ты просто говоришь, слава Иисусу Христу, я просто прощаю, благословляю, глаза закрываю, как будто ничего не было, завтра начнем с нового листа. Ну не завтра, по Писанию вообще с вечера нужно, да? Принес жертву, вернее, несешь жертву, вернись. Поэтому, дорогие, доверяя ему свою ситуацию, вы доверяете не просто ее, то есть Богу, да? Вы доверяете буквально все. Буквально все, что связано с этим. Ты голодный, тебе нужен хлеб, ты доверяешь буквально все. То есть ты думаешь, ну надо же деньги, чтобы хлеб купить. Ну и деньги, конечно, ты буквально все доверяешь. То есть и Бог начинает заботиться о тебе. Поэтому Давид говорит, предай пути свои. Что такое предай? Предай, это говорит не то, что там типа надо отвернуться от своих путей, да, то есть я предал и все, и ушел в другую сторону. Нет, я их передал. Передай, то есть управление своими путями, передай управление своей ситуацией тому, кто может лучше о тебе позаботиться, потому что он печется. Да? Петр, смотрите, говорит, 1 Петра 5:7. Все заботы, то есть вот эти переживания, да, которые мы имеем, возложите на него, ибо он печется о вас. Он заботится. Ты ему просто передаешь управление, он заботится. То есть не пытайся сделать все сам. Пытайся передать. Знаете, предай, иногда вот действительно оно может так звучать, что ты как бы отказался от своих путей, что ты будешь управлять ими. Почему? Потому что есть лучший управляющий в твоей жизни. И он ведет тебя словом своим. Выводит тебя из ситуации, выводит тебя из обстоятельств твоих трудных каких-то, которые приходят в твою жизнь. Поэтому все заботы, маленькие, большие, ты можешь все это отдать легко Богу. Почему? Потому что когда ты отдаешь, это формирует твою духовную жизнь, формирует твое отношение к Богу. И ты не пытаешься все разруливать сам, а потом, ой, я, оказывается, набедокурил. Бывало такое? Ты что-то делаешь, принимал решение, раз, а потом вам финика лопнула. Понимаете? То есть поэтому, дорогие, Богу проще совершить для тебя что-то, если ты доверишь Ему свои пути. Один парень мне приходит и говорит, вы сейчас там за 5 минут разложили всю там, ну я там что-то выражал мысли свои, за 5 минут выражали все там, выразили в общем одну идею, как бы, с которой я боролся, когда был подростком, то есть я потом набедокурил из-за этого. Я ему говорю, вот этому парню, я говорю, а в чем проблема? Ну, я не знал этого. Я говорю, ты не знал, а я рядом все время это время был. И ты ни разу не подошел, не спросил меня. Ты ни разу меня не беспокоил, в смысле, не подошел, не сказал, пастор, скажи мне, что ты думаешь на эту тему? Я бы тебе тогда это все сказал. Но ты не спрашивал. Понимаете, поэтому, если бы он подошел, я бы мог ему помочь, мог бы направить, и он бы выпрямился в путях своих, к примеру, да? И не пришлось бы ему иметь такой опыт нехороший. Ну, что сделаешь, мы же как бы свои шишки все имеем. Поэтому Богу проще сделать нам что-то в жизни, помочь нам, как когда мы доверяем Ему свои пути. Поэтому понятно, что бывают в жизни ситуации, когда у тебя хватает просто мудрости, как поступить. Мелочь какая-то, знаете, там, просишь что-то помочь или что-то сделать, или как-то там, например, там, одна ситуация была там, хочешь купить там это, там, предлагают мне. Я говорю, откуда это у тебя? Ну, там, на заводе, скажем, там, украл. Я говорю, нет, ты что, я, во-первых, ворованное не покупаю, это раз, говорю, а во-вторых, я тебе это советую покаяться и как-то там разобраться с этой ситуацией. То есть, вот такая мудрость как бы есть, ты поступаешь по мудрости, ты не молишься перед этим, чтобы ответить там сильно, да? Потому что мудрость в нашей жизни, дорогие, мы же тоже от Бога ее имеем. Аминь? Мы читаем Слово, мудрость приходит, поэтому мы по мудрости поступаем. Но есть ситуации, где ты просто чувствуешь себя немножко бессильным, как бы. Ты не знаешь, как поступить. Ты вроде читаешь, ты вроде молишься, но ситуация настолько сложная, что ты не знаешь, как себя вести. То есть, как поступить. И как вы знаете, вот это бессилие, оно нам иногда говорит, ну все, допрыгался. Все, уперся, Бог не отвечает. Ничего не происходит, да? Все. И вот это как бы бессилие, оно нас сильно начинает беспокоить, дорогие.
у тебя вроде бы как бы время уходит, тебе нужно что-то решать, нужно принимать какое-то решение, либо что-то делать, и приходит беспокойство. Тебя это поддергивает, коробит как-то изнутри. Но, дорогие, дьявол, что делает в это время? Он пытается ускорить твою жизнь, что вот сейчас, вот горит, вот нужно. Понимаете? А Бог так не говорит. Бог так не говорит. Бог говорит через Давида сегодня нам: предай Господу путь твой. Предай. А что это значит предай? Ты, во-первых, остановись. Остановись. Посмотри, насколько далеко ты уже зашел в этой ситуации. И пойми, может быть, если ты пройдешь дальше, ты уже просто так уйдешь, что передавать будет нечего. А нужно будет каяться и каяться и каяться потом. Поэтому остановись, подумай. Однажды один такой человек сказал, какой-то философ, вроде бы христианский, и значит он сказал такую вещь: если бы человек 10 минут просто посидел, подумал, он бы стал бы верующим. Вы знаете, я когда читал эту мысль, я думаю, действительно, люди так не любят думать. Жванецкий сказал, еще до смерти, сказал такую вещь однажды, что думать дело очень трудное, поэтому мало кто этим занимается. Вы представляете? Есть вещи, то есть, которые мы даже не понимаем. Иногда мы думаем или просто поступаем, как нам кажется правильным. Нам нужно остановиться, подумать. И Давид говорит: предай, то есть доверься, переключись на Господа. Живи так, как Господь будет устраивать дальше все. И, дорогие, лучшее средство от беспокойства. Псалом 61. Псалом 61. Давид, это у Давида лучшее средство, да? 6 стих, он говорит: только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. То есть, что он говорит? Беспокойство, вы знаете, да, что это внутри тебя. У тебя не может беспокоиться левая рука просто сам по себе. Это мы уже понимаем, что если что-то дергается, да, это уже все что-то изнутри пошло. Поэтому внутри нас, дорогие, должен быть какой-то покой. И Давид говорит: так, все. Вы знаете, Давида много атаковали, кстати, и мысли, и люди, которые зла ему желали. Вы читали когда псалмы, вы понимаете, да? Так вот он говорит: успокаивайся, все, душа в Боге. Все, я тебе говорю, успокаивайся в Боге. Он, Писание говорит, надежда моя. То есть, по сути, он говорит, только Он меня обнадеживает. Поэтому я успокаиваюсь, потому что Бог меня обнадеживает. Он дает надежду, что все будет нормально, как бы обо мне не думали, что бы какие пакости там кто не делал, как бы обстоятельства не завернулись, только в Боге успокойся. Все. Одна сестра говорит: я лежу как-то, сижу, носочки вязаные, и думаю о предстоящей сессии, как бы, ну, она там училась, по-моему, на докторскую, в общем, сдавала. И она говорит: как мне оплачивать эту сессию? Докторская, она, видать, я так понял, гораздо дороже стоит по деньгам. То есть, и она говорит: как же мне ее сдавать? То есть, в смысле, мне же нужно ее проплатить. И вот эти, говорит, я вроде сидела, слушала псалмы, говорит, вязала носочек, и раз вот такая мысль стала меня атаковать. И она такая: так, стоп, подожди, я мир потеряла. Что произошло? Она говорит: я сделала псалмы погромче. И стала просто прославлять Господа, и успокаивайся, душа моя, все будет покрыто Господом, все будет заплачено. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, Исайя 26 глава 3 стих написано так, современный перевод зачитаю: Ты, Господи, мир даруешь всем, кто от Тебя зависит и надеется на Тебя. Крепкого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на Тебя уповает Бог. Да? Писание говорит о том, что ты даруешь этот мир. Почему? Потому что люди от Тебя зависят, на Тебя надеются, поэтому мир придет. Скажи: мир придет. Мир придет. Нам нужен, дорогие, внутренний мир. Почему? Потому что он способен сохранить нас в Боге. В Боге. Тебя не выносит просто как шхуну, знаете, как об скалы в бабах, все, кораблекрушение в вере. Ты уже не знаешь, что делать, собирать ли свою шхуну по кусочкам, либо начинать все заново, либо вообще просто уже что-то где-то в другом месте начать. Нам нужен внутренний мир, он сохраняет нас в Боге, чтобы ты оставался способным думать, исходя из Слова.
мир. Ты успокоился и продолжаешь быть человеком Божьим. Мыслить, а как Слово говорит? Вот мне там что-то там пытаются меня как-то там, давай, а как Слово говорит на эту тему? Ты начинаешь размышлять. И если человек, дорогие, выйдет из себя, он теряется. Но если он находится в себе, то есть с Богом, да, он устоит. Вы помните, что парень, которого звали блудный сын, да, по притче, как бы некоторые говорят, что это притча вообще о младшем сыне называется, а не о блудном, да? Так вот этот младший сын, оказывается, вышел из себя, что он начал просить свое наследство у отца и ушел с ним и растратил его, и оказывается потом сидел просто у корыта и наблюдал, завидовал свиньям. Представляете, просто? Вы когда завидовали когда-нибудь свиньям? Слава Богу, у вас хорошие еще обстоятельства, да. Поэтому вот он, представляете, Писание говорит, он пришел в себя. Что это значит такое? Это он одумался. То есть он понял, что он, оказывается, жил неправильно, он потом пришел и говорит, я согрешил против неба и против против земли. Небо и земли, да? Ну, то есть он осознал, что он жил грешной жизнью, то есть он согрешил, да? И вот нам иногда, дорогие, нельзя выходить из себя, то есть вот в таких трудных обстоятельствах, но нужно находиться в Слове, потому что Слово формирует реальность, в которой мы живем. Оно может просто поменять все вокруг тебя, то есть твои обстоятельства. Поэтому нам нужно руководствоваться, дорогие, Словом и верой, которую Бог вложил. Он автор и творит ее в тебе, из тебя, понимаете? Вера. Тогда решения, которые тебе нужны, и правильные решения, в тяжелых обстоятельствах, они будут исходить уже от Бога. Ты не просто будешь сам принимать решения, ты будешь исходить, то есть вот в своем принимании решения, исходить от Бога. Но где взять такой мир? Где взять такой мир, который поможет тебе доверять Богу всецело? Доверять во всех отношениях. С властями города. Вы знаете, сколько работников бывает вокруг, которые на власти города просто готовы с утра до вечера поливать? Почему? Это недоверие Богу. Это не недоверие, в смысле руководства страны там, или что-то. Это недоверие Богу. Мы просто принимаем от Бога. Просто принимаем от Бога. Почему? Потому что говорит Писание о том, что нет власти не от Бога. И значит, если нет власти не от Бога, значит она от Бога. Ну я ее не понимаю, да, и она, может, до меня до конца не понимает. Но это же не в смысле, мне же не трудно жить от этого. Бог там мне для жизни и благочестия лично мне-то все дал. Правильно? Значит, я могу жить независимо от властей. Но если они есть, почему бы мне не благословлять их? Почему бы, ну, в смысле, чтобы ум за разум не зашел, а все было по порядку и хорошо, да? Поэтому я благословляю, чтобы мудрость была, чтобы покров был, чтобы в городе там все было. То есть, независимо от того, какой царь. А откуда это приходит? От мира. Я принимаю пастора, я принимаю служителей, я доверяюсь им. Почему? Потому что Бог доверил им эту власть. А если Бог доверил, а я доверяю Богу. Однажды у меня был один пастор, до пастора Горшкова Андрея. И когда я пришел в церковь, был другой пастор. И вот, значит, этот пастор, я с ним строил отношения, и тут возвращается пастор Андрей, а тот уезжает на учебу в Москву и, в общем, в другой город потом на миссию. И как бы я стал перед вопросом, а как же я буду строить отношения перед с этим пастором, я его знать не знаю вообще. Ну, какой-то дядька, да, там, придет, то есть старше, чем тот мой пастор первый. А отношений-то у меня с ним нет. Ну нет, я их не строил, я не знал его, он вообще с другого города приехал. И у меня внутри такое, а как ты принял этого пастора? Ну думаю, ну как, поверь, он просто пришел, он здесь был, я его принял. Вот так вы этого приняли. Вот он просто придет, а ты его прими, он же твой новый пастор. Я думаю, ну и слава Богу, я принял и дальше строил с ним взаимоотношения, мы общались, я возрастал духовно, то есть что, собственно, привело меня сегодня вот в то состояние, в котором я сегодня нахожусь. Но откуда это приходит? От мира внутри. Я могу быть таким человеком, потому что я доверяю Богу, и поэтому начинаю принимать, как от Бога, какие-то вещи в свою жизнь. Но Павел говорит, где взять такой мир?